В 1953 году приказом Амгинского районного отдела народного образования за номером 122 от 28 августа 1953 года была основана Амгинская семилетняя школа. Она стала первой русскоязычной школой в Улусе. В 1959 году школа получила статус восьмилетней, а с 1989 года – средней школы. В настоящее время в образовательном учреждении учатся 509 учащихся, работают 52 педагога. В школе реализуется программа «Школа. Старт к успеху». Именно эта программа дает мощный толчок в освоении новой системы золотых стандартов. Это дает для раскрытия творческого потенциала детей. В школе сейчас реализуется программа «Ансамбль школьного». У нас есть хор школьный, у нас есть договор с детской школой искусств. Реализуется программа «Музыка для всех». По направлению шахматы у нас есть клуб шахматный имени Ивана Николаевича Артемьева «Бастион». По спортивному направлению у нас отдельно есть спортивный клуб «Прометей». Там у нас идут интенсивные тренировки по баскетболу. Кроме этого, по техническому направлению, по творческому направлению у нас есть отдельная мастерская технического творчества, есть ювелирная мастерская, руководитель Портнягин Семен Петрович. И вот основное школьное направление – это раскрытие творческих талантов детей. В год наставника-педагога в основном это направление работы по развитию учителей, по развитию педагогов. Здесь у нас система выстроена, это наши школьные мероприятия в рамках «Учитель года», в рамках педагогических мастерских, постоянно действующих семинаров. Кроме этого, мы с этого года начинаем 3 школы. Майская школа и Чапчелганская школа объединились, 3 русскоязычные школы Амгинского района. И сейчас у нас сетевое взаимодействие, диалог. В рамках этого диалога мы каждый месяц проводим совместные мероприятия для учителей. Несомненной гордостью школы являются те учителя, которые работают тут уже на протяжении многих лет. Они являются флагманами всей системы образования школы, передовыми педагогами и наставниками для молодых учителей. Так, одной из них является Елена Владимировна Суханова, которая работает в школе вот уже 43-й год. Свою педагогическую деятельность Елена Владимировна начала в 1980 году в городе Нирнгри в средней общеобразовательной школе номер 1. А в 1981 году она вернулась в родную Амгинскую 8-летнюю школу, в которой работает по сей день. Елена Владимировна является отличником образования Республики Саха-Якутия и обладательницей знаков «Учитель ученических признаний Республики» и «Учитель учителей Республики Саха-Якутия». Я родилась и училась, закончила школу в Амге. Вот поэтому эта школа моя родная школа. И если считать годы учебы моей в школе и годы работы, то это получается почти, даже больше, чем 50 лет я связана с нашей родной школой. После окончания школы, у нас тогда была 8-летняя школа, мы учились все в средней школе, которая теперь школа номер 1 имени Короленко. В 1976 году, после окончания школы, я поступила сразу в Свердловский государственный педагогический институт, город Свердловск, который сейчас переименован в город Екатеринбург. Мы туда поехали с моей одноклассницей Любой Прохоровой и вместе учились на отделении учителей начальных классов. Я очень благодарна преподавателям этого института, потому что то образование, которое мы получили за эти 4 года, оно помогает мне и до сих пор. Я вспоминаю слова преподавателей, как они нас учили, что главное в школе. И помню, когда мы учились на 3-м курсе, у нас был урок такой политэкономия, и на экзаменах учитель спрашивал: вот вы не посетили там 2 лекции. И почему? Я сказала, что мы были на практике в школе. Он говорит: что для вас важнее, школа или лекции мои? Я ему сказала честно, что для меня важнее, конечно, школа.
Ну и вот так получается всю жизнь, что для меня в жизни на первом месте стоит школа. Как бы если учитель любит свою работу, то у него семья отодвигается на второй план. Ну, я умудрилась как-то за это время воспитать 8 детей. У меня 8 детей. Вот. И даже когда я была в декретном отпуске, я все равно была мыслями в школе. Читала журналы, газеты, ходила в школу на уроки к своим учителям родным. Вот. И получается, что как бы вот этого перерыва от школы у меня все равно не было. И когда в 96-м году я родила дочку последнюю, 8-ю, и пришла работать в школу уже в 97-м году, с 97-го года я ни разу не была на больничном. Получается, я не отдыхала от школы ни одного дня, только во время отпуска. Школа, конечно, то, что дети маленькие, и каждый раз мы берем 1 класс, дети новые приходят, маленькие, разные, капризные, вредные, послушные. И каждый раз вот получается, что мы начинаем всегда заново. То, что мы знаем, мы как бы от 1 до 4 это все, как бы технологии все меняется. Потом приходишь, берешь 1 класс, и опять все начинается заново. И поэтому, наверное, учителя начальных классов душой всегда молоды, потому что мы всегда с маленькими детьми. Ну, в школе тоже, конечно, работа трудная. Кроме того, чтобы учить детей, надо же еще и как бы самосовершенствоваться. Мы всегда сами учимся. И в этом помогают коллеги, помогают учителя. Мне хочется вспомнить своих учителей, Лидию Семеновну Уваровскую, которая учила меня, когда еще сама училась в школе, и когда пришла работать, она уже стала моей коллегой. Лина Андреевна Чекальдина, которая тоже очень помогла мне, когда я уже работать стала учителем. Антонина Кирилловна помогала. И вообще вот сейчас коллектив, в котором мы работаем, нас 8 учителей начальных классов, половина коллектива – это все те, которые мы работаем вместе уже вот более 20 лет. 2 из них были мы когда-то учениками, а теперь мои коллеги. Поддерживаем друг друга, помогаем друг другу, учим друг друга. Вот. И кроме этого, я еще 25 лет была руководителем МО, поэтому это как бы ответственность была моя большая, которая не давала мне быть спокойной. Всегда я была как бы, всегда несла ответственность не только за себя, за своих учеников, но еще и за учителей нашего МО. Вот. Это тоже мне помогло, потому что отвечать за других, самому же тоже надо соответствовать. Поэтому мы очень много проводили улусных семинаров для учителей, проводили открытые уроки, писали статьи в республиканский журнал «Народное образование», писали статьи, сейчас очень легко, да, через интернет отправлять статьи в разные, на разные образовательные программы. Вот. И тем самым, когда готовишься, ты тоже сам что-то, растешь. Вот. Это тоже помогает в работе учителя. А когда работаешь, просто вот приходить и давать уроки, как бы становится скучно. Но дети все равно не дают скучать, если честно. Они всегда подкидывают какие-то такие ситуации, какие-то вот вопросы задают, когда учителю все равно нужно что-то искать, учиться, работать над собой. Раиса Васильевна Захарова работает в Амгинской средней школе номер 2 с 1984 года. После окончания Новосибирского педагогического института была направлена в Амгинскую 8-летнюю школу и с тех пор продолжает работу в любимом коллективе. Раиса Васильевна является отличником образования Республики Саха-Якутия, имеет звание «Учитель учителей Республики Саха-Якутия». Я в этой школе работаю, можно сказать, с 1984 года. После окончания Новосибирского пединститута была направлена в Амгинскую 8-летнюю школу. Немножко у меня был перерыв в течение 7 лет, когда я работала в администрации управления образования. А потом я все равно вернулась в родную школу. Школа 8-летняя, я переработала во всех
зданиях, которые были у нас. Первый год, когда я приехала, в 1984 году, сразу меня встретил коллектив, очень дружный, дружелюбный, такой, который сплоченный под руководством директора Устинова Самсона Федоровича. И завучем была Наталья Михайловна Егорова, которая дала нам очень много. Именно она, можно сказать, она стала для нас наставником, для молодых учителей. Очень много посещала уроки, всегда анализы делала. И когда она уехала, конечно, нам ее не хватало. Мы работали в старом здании до 1986 года и переехали в 1986 году в двухэтажное здание деревянное, которое осталось нам от школы номер 1. Тогда средняя школа одна была. И директором в 1988 году был назначен Анатолий Петрович Колодезников. И у нас началась новая эра, можно сказать, в нашей жизни. Тогда мы уже начали учиться 5 дней в неделю, вот ввели 5-дневку и 40-минутные уроки. Все это для нас было новое. И когда мы переехали в это здание, впервые я получила себе кабинет изобразительного искусства. И такой узкий, длинный кабинет был. И работали там, интересно работать, было очень интересно. Мы сами строили стенки, шкафы, все сами оборудовали. И днем, и ночью до 11 часов я сама мастерила себе стенки раздвижными такими доской, раздвижная доска, и все было как-то, хотели, чтобы по-современному. И помогали нам родители. И когда школа сгорела, конечно, начались наши мытарства, можно сказать, да? Мы переехали там, где сейчас лицей учится. Потом в 1995 году, когда гимназия разделилась от второй школы, наша школа переехала в заброшенное здание, которое вообще аварийное здание. И там 1997 года я работала, после администрации пришла работать. Но мы были очень оптимистичны, мы верили, что у нас все равно будет хорошо. Никогда черной полосы всегда не бывает, бывает и белая полоса. Верили, что мы скоро переедем, у нас будет новая школа, хотя тогда и проект только начали делать. И мы в 2003 году переехали в здание ПМК. Это тоже контора, приспособили, оформили. Школа стала, можно сказать, уже не такой. Когда отделилась от гимназии, там, конечно, были все отличники, остались в гимназии. А у нас дети, конечно, было очень трудно работать с нашими детьми, родителями. Но, несмотря на это, мы когда переехали, у нас совсем другая картина уже была. Все дети были с настроением, все с удовольствием. Уже у нас и качество повысилось, и интерес появился. И у нас появились новые учителя. Вот Афанасий Иванович Слепцов, он пришел к нам с гимназии, по информатике уже новое было, по физике очень хорошо он учил. И тогда у нас появились первые лауреаты на «Шаг в будущее». У меня первыми лауреатами «Шаг в будущее» архитектура и дизайн были Баишев Коля, Расторгуев Вова. С удовольствием работали ребята, вообще они безотказно, с удовольствием занимались, стали республикой тоже лауреатами по «Шаг в будущее». Несколько лет работали, участвовали. И у Афанасия Ивановича Ивановы, братья Илья и Аркадий, они до международного тура пошли. Также Раиса Васильевна заведует школьным музеем. Она сама вместе с учителями собирали архивные материалы, экспонаты и создали такой замечательный музей. Музей истории школы имени Марии Алексеевны Широких. Конечно, школа должна иметь свою историю, где-то должна хранить. И в 2014 году мы посоветовались и с учителями,
и стали собирать материал. Весь материал мы собрали у наших учителей, которые здесь давно работают, даже молодые учителя. Все из дома, все старые вещи приносили. И именно мы открыли в 2014 году музей, школьный музей, именно истории школы. Ну, ничего дальше мы трогать не стали, мы именно историю школы взяли. Поэтому, конечно, тут экспонатов не очень много, но очень много материалов, ценных материалов, которые передали родители наши нам. И наш музей носит имя первого завуча школы 8-летки Шоких Марии Алексеевны. Этим мы очень сильно гордимся. И дети помогают здесь в работе музея. Еще одной учительницей, которая отдала 30 с лишним лет родной школе, это Тимофеева Вероника Васильевна, учитель начальных классов. Вероника Васильевна является отличником образования Республики Саха-Якутия. По ее мнению, нет более нужной и интересной профессии, чем учительская. Когда я приехала работать, я, получается, попала тогда к своим же родным учителям. Тогда мне пришлось работать вместе с моей учительницей в начальной школе, это с Линой Андреевной Чекальдиной. Большую помощь мне тогда оказала Алексеева Антонина Кирилловна. Вот с ней рядом я работала, да. Вот. Наставником в то время для меня была педагог, который тоже много лет проработал в нашей школе. Это Плеханова Дарья Гаврилевна. Много лет она работала в нашей школе, много детей воспитала. Вот она была для меня не только моей родной тетей, но и хорошим другом, наставником. За все эти годы, получается, нам наше здание нашей школы, да, оно находилось в разных зданиях. Начинали с маленького старого здания школы, вот 8-летней, потом учились потом в двухэтажном здании, когда Амгинская средняя школа получила вот другое здание в каменном варианте, да, вот тогда туда переехали. Потом по стечению обстоятельств после пожара очень в стесненных условиях учились в старом здании бывшего детского сада. Ну, несмотря вот на те условия, в которых мы работали, все равно что-то новое вводили, да, в работу. Работали очень дружно. У нас коллектив, который вот работает именно в начальной школе, он не меняется уже много лет. И мы всегда вот рады, когда к нам приходят молодые учителя, и всеми силами, получается, да, помогаем им. Молодым педагогам хотела пожелать, конечно, терпения, да. Вот сейчас у нас и дети идут особенные, они очень много знающие, вот, и обучаться вместе с ними приходится, вместе с детьми. И терпения желаю, и творческих успехов. Учительница начальных классов Григоревская Мария Владимировна работает в школе с 1998 года. Начала свою педагогическую деятельность учителем начальных классов с 1987 года в Тампонском районе село Хандыга в средней общеобразовательной школе номер 2. В 1988 перевелась в Среднеколымскую среднюю общеобразовательную школу, где, отработав 10 лет, вернулась в свою родную школу и по сей день трудится в родных стенах. Мария Владимировна является почетным работником воспитания и просвещения Российской Федерации. Я бы хотела начать вообще, наверное, с этой вот фотографии, где в 1987 году мы с этим коллективом закончили ИПО-1 и ворвались сеять доброе, вечное, хорошее, да? И поступив, было, направление, распределение, я поступила, вот это мой первый класс, в Тампонский улус, поселок Хандыга. Нас целых 3 из нашего коллектива в ИПО-1, мы поехали туда трудиться. И вот этот был большой, и тоже, к моему удивлению или нет, это тоже была школа номер 2.
После этого, там, отработав только год, вот это мои среднеколымские. 10 лет я отработала в Среднеколымске. Всего был один выпуск. Почему? Потому что, начиная от зауча, кончая директором начальной школы первой ступени, отработав там 10 лет, я вернулась к себе на родину в 1998 году. И, к счастью, конечно, я поступила, значит, меня приняли на работу в Амгинскую среднюю общеобразовательную школу номер 2, где и по сей день работаю. Весь мой стаж 35, а в этой школе, конечно, 25 лет только я работала. Очень люблю своих ребят, очень люблю своих детей, свою работу. Наша школа отличается тем, что, да, она русскоязычная. У нас именно по-русски обучение происходит. И есть свои те, ну, как сказать, истоки, наработки. Мы, действительно отличаемся. Вся наша воспитательная работа по начальным классам идет по нашему марафону знаний. Этот марафон знаний, он у нас уже, значит, лет 10, и в этот раз с новыми введениями, с новой волной мы очень хорошо перестроились по трекам «Орлята России». Это новое движение молодежи, да, детского движения. Оно очень хорошо по трекам разработано, где также есть и спортивный, там трек называется, да, спортивный, допустим, про спортсменов мы делаем, ученых, мы про ученых говорим, гуманитарный, всевозможные треки, которые там выполняем, делаем. И мы очень хорошо вписались, поэтому вся воспитательная работа у нас очень хорошо проходит. Следующее, конечно, у нас рядом со мной, что важно по жизни, наверное, мне очень повезло, и почему мне хочется работать, и, наверное, работаю, потому что рядом со мной очень хорошие люди. Люди, которые всю жизнь как-то меня поддерживали, помогали, трудились. Люди, которые у каждого по начальным классам, от каждого учителя есть своя та изюминка, которую каждый у кого-то другого принимает и берет. Когда, наверное, придя в эту школу, да, наставник, сразу были, наверное, у меня наставники, те, которыми мы всегда гордимся, и в сердце они остаются, хотя уже ушли, это Уваровская Лидия Семеновна, с ней, да, мы, очень много учились, потому что шли в параллели, и, конечно, мне вот этот, опыт, который ей передан мне, он дальше как бы продолжается, несется, и память о ней осталась, как бы на всю вот эту жизнь. Очень многие моменты вспоминаются и по технике ведения урока. Пусть даже это столько времени прошло, и сейчас мы другим, но все равно умение, наверное, строить свою работу и такое, как в детях воспитывать это чуткость, доброта, внимание, отзывчивость, оно, наверное, останется навсегда. И хотя сейчас у нас поглотила, техническая, конечно, да, сфера, мы все как-то обращаемся к этому, в случае чего, то в YouTube залазим, то в интернет, в интернет там техника. Но живое слово учителя и рядом человека, мне кажется, это останется навсегда. Это важно для наших сейчас детей. Вот такие преданные своему делу учителя работают в Амгинской школе номер 2. И все они щедро делятся своим опытом с молодыми педагогами, являясь истинными педагогами-наставниками. Наставниками становятся не сразу. Каждый человек в любом деле становится умудренным опытом постепенно, пополняя копилку знаний, приобретая все новые качества, развивая свои способности. Учитель-наставник для молодого педагога – это как первый учитель для первоклассника. Это тот, кто направляет в правильный путь. Это тот, кто формирует безукоризненную и квалифицированную личность. Он всегда будет примером для молодого поколения. В эту школу я пришла в 2011 году учителем начальных классов. У меня были 4-е выпускные классы. В эту школу я пришла после окончания университета. И до этого я училась в Якутской педагогический колледж номер 1. Но в эту школу с 2011 года работаю. Там у меня поначалу учительской деятельности, конечно, были трудности, как молодой педагог, учитель. И мне
очень хорошо помогали мои коллеги, мои наставники. Это Григорьевская Мария Владимировна, Суханова Елена Владимировна, Тимофеева Вероника Васильевна. И они очень долго проработали в этой школе и до сих пор работают. И могу к ним обратиться за любой помощью, по любым вопросам. Ну и методическую помощь мне тут оказывали Цветкова Светлана Леонидовна. Но в этой школе очень хорошо, коллектив очень хороший, дружелюбный, всегда идут тебе на помощь. Да, учитель – это не профессия, это образ жизни, это судьба. И овладеть ею дано далеко не каждому. Ведь именно учитель зажигает в сердцах детей огонь желания познать окружающий мир, захотеть изменить его, сделать себя и окружающих лучше.